Последние недели выдались для Бишкека и остальных регионов довольно холодными. Анализ показал, что в Кыргызстане ежедневно потребляется до 70 миллионов киловатт-час электроэнергии. Это на 11 миллионов киловатт-час больше, чем в аналогичный период прошлого года. Потребление света увеличилось на 7-10 миллионов киловатт-час. Трансформаторы работают на пределе, поэтому электричество может отключиться автоматически. Несмотря на все сложности, веерных отключений электричества этой зимой не будет, заверили в Национальной электрической сети Кыргызстана. При этом они все же призвали население экономно потреблять электроэнергию и по возможности использовать для отопления газ или уголь. Воспользуясь случаем, я бы попросил, чтобы народ тоже правильно относился к этому. И тоже хочу сказать, чтобы для экономии электроэнергии народ тоже, чтобы там понимал нас, поддерживал нас. Но несмотря на это, энергокомпания в эти дни мы постараемся, и даже могу сказать, в принципе, в данный момент мы постараемся, чтобы отключения не было, веерных отключений не было. И мы стараемся, чтобы найти выход из положения. То есть с изменением внутренних схем мы в эти дни уже работаем по этой направлению. Между тем, ранее жители новостроек Акжар и Акбата на окраине перекрыли объездную автотрассу, выражая тем самым недовольство, что им постоянно отключают электроэнергию. И это все должны были предусмотреть и руководители энергосектора, и власти, да, в правительстве, потому что осенне-зимний период – это период, который ежегодно планируется, к нему готовятся, то есть с апреля месяца проводятся соответствующие ремонтные работы, соответствующие, там, необходимое, если новое строительство, да, и сегодняшняя ситуация уже, да, только начался ОСП, говорит и свидетельствует о том, что подготовка была недостаточной. Спрос на электроэнергию растет с каждым годом. Мощностей, построенных при Союзе ГЭС, хватало на то количество абонентов, которое тогда было. Но сейчас они уже не справляются. Необходимо строить новые, но для этого нужны огромные средства, отмечают специалисты. По их словам, нужны профессиональные энергетики, а не менеджеры. В последнее время на должности ставят не энергетиков, а менеджеров. Они немногое могут заметить, не знают и некомпетентны в этом вопросе. Именно из-за этого энергетическая система в Кыргызстане хромает. Как только начинаются похолодания, Как только похолодает, у нас начинаются отключения электроэнергии. По моему мнению, нужна реформа в этой области. Отчасти корень проблемы заключается в том, что с момента распада СССР в 1991 году население Бишкека увеличилось почти что вдвое. По некоторым оценкам, в городе сегодня проживает свыше 1 миллиона человек, хотя наверняка никто сказать ничего не может. Однако у государства не хватает ресурсов ни для расширения, ни даже для текущего техобслуживания стареющей энергосистемы, отмечают эксперты. Азамат Кенжешев, Кульчурок Азымкулов, Нью ТВ.